Кто, если не мы? В Усть-Коломском районе активно работают общественные организации, НКО и ТОСы. Активисты помогают решить многие проблемы своего муниципалитета и для этого выходят к властям с инициативой. Например, отремонтировать обелиск или построить детскую площадку. Вариантов множество. В последнее время в райцентре активистами ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни. Из Усть-Колома передает Павел Королев. Елена Кузнецова много лет посвятила развитию в районе спортивного туризма. Поэтому вопрос о том, с чем будет связана деятельность ее НКО, даже не стоял. Вот и сейчас она знакомится с стендом, на базе которого организована школа туризма, где готовят будущих волонтеров. В планах участие в социальном проекте на грант главы Коми, в рамках которого будут работать с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. С 2000 года мы организуем много походов по интересным местам района и республики. Но билеты на проезд очень дорогие, много денег уходит на снаряжение и питание. И, конечно же, не каждая семья может отправить свое чадо в такой дорогостоящий турпоход. И создание такой организации позволит сделать такой активный отдых более доступным. Но не туризмом единым занимаются в центре. Все-таки названию ЗОЖ нужно соответствовать. Поэтому в рамках проекта уже организовали акцию «Тропа здоровья» и «День снега». Состязание «Лыжня зовет». Большой популярностью также пользуются занятия по скандинавской ходьбе и закаливанию. К слову, в последнее время в районе активизировалось много организаций, которые ставят перед собой задачи разной сложности и решают вопросы, касающиеся каждого. У нас в районе за такой долгий период организовано 3 новых СОНКа, зарегистрировано, 3 новых некоммерческих организаций. Уже сегодня ими ведется подготовка таких проектов, как спортивный туризм с привлечением трудных подростков, организация культурного сельского фестиваля и организация логопедической помощи для детей с особенностями развития. А еще 11 ТОСов, которые с 2013 года реализовали 57 проектов на более чем 10 миллионов рублей. И это не считая другие общественные организации района. В этом случае инициатива отнюдь не наказуема, а наоборот поощряема. Так, в прошлом году на поддержку некоммерческих объединений из районного бюджета было выделено более 1 миллиона рублей. Всего поддержано 3 проекта. Павел Королев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Усть-Колом.